Итак, друзья, короткое включение. После того, как я поймал налима, вспомнил, что на последний продольник, который я поменял местом и куда попался налим, был насажен, как вы помните, мелкий налимчик, которого я оставил вместо живца. И, в общем, я вспомнил, что когда я проверял, этого налимчика мелкого не было. И чтобы убедиться, так это или не так, сейчас сделаем вскрытие того налима, которого мы сегодня поймали. Так, вот наш налимчик. Сейчас мы сделаем вскрытие. Главное, когда вскрываем налима, не повредить. Чего? Все правильно, желчный пузырь. Вот какая красивая печеночка. Это самое вкусное, что есть в налиме. Это вот желчный пузырь. Главное нам его не повредить. Так, вот первым делом его убираем. Вот он желчный пузырь. Я вот так вот беру. И даже чтобы не повредить, немножко пожертвую. Ладно, вот так вот. Так. Так. Итак. Вот это желчный пузырь выкидываем. Вот он. Теперь у нас осталась чистая печеночка. Это все потом промоется. И вот он, желудок. Сейчас мы посмотрим, здесь налимчик или не здесь. Как мы видим, желудок у него полный. Так, ладно, с этим я кишками, жабрами разберусь потом. Нам сейчас главное сделать вскрытие. Вскрытие желудка. Кто-то желудок употребляет пищу, вычищают. Так, ну что, смотрим. Так, у нас в желудке переваренный ёрш. Так что не зря говорят, что ерши любят. Переваренный второй ёрш. Переваренный не знаю кто. Так. Это у нас или хорюзок, или жиганчик, или то есть ежок. Непонятно уже кто. Скорее всего, это молодой хорюз, жиган. И еще мелкие ёршики, мальки. Но желудок полный. Получается, это говорит о чем? Это говорит о том, что налим активный, у налима есть аппетит. И только нам остается его найти. Налимчика мы не нашли. Но на продольнике его тоже не было. Так что это не исключает того, что он мог попасться на налима. И потом налим как-то с лески сорвался или что, потому что... Нет, он был в заглоте, он был заглочен был. В общем, давайте пересмотрим лучше, как мы поднимали этот продольник и сколько было пустых крючков. Если сравнить с вчерашним роликом, можно даже вычислить, на каком крючке был налимчик и на каком крючок попался вот этот налим. И тогда мы выясним. Так что возвращаемся, смотрим вчерашний ролик. И там мы уж точно определимся, на каком крючке был вот этот налим. Ну и крайний продольник. 6-й. Вчера он нам дал язя.
Очень мелко здесь. Не знаю, куда его переставлять. И вообще, надо ли его переставлять. Он засыпало. Что-то попало даже. Маленький налимчик. Ай, дрищ пакет. Ну, тебя, наверное, оставлю вместо живца. В надежде на крупного налима. Так, ну что, пятый продольник мы тоже переставили сюда к шестому, вот чуть выше. И теперь проверяем наш шестой продольник. Есть небольшая надежда, так как место новые. И здесь каменистое как бы дно. Вижу натяжку. Опа, опа, есть налим. Блин, налим-то есть. Как я его без сачка буду поднимать? Новое место дало налима. Блин, есть вариант сходить за сачком. Вот он, друзья. Вот он такой же, полторашечка. Ну что, рискнем. Дай бог, чтобы крючок выдержал. Выдержал. Налим есть. Вот такой вот, друзья, у нас новое место нам подарило опять налима. Как-то вот так прошло вскрытие. Чистим дальше рыбу. Все. Теперь точно всем пока.